чье наследие архитектурное в облике Казани самое убедительное? Вот давайте хором скажем, кто это. Мюфке, правильно? Мюфке. Это человек, который фактически он преобразил, наверное, да, архитектурную культуру Казани того времени. Это была одна из самых проблемных территорий, поскольку здесь просто полностью оно было разрушено. В таком состоянии это здание находилось до начала реставрации. Сейчас реставрация вот этого блока завершена. Выпускник этого училища является Баки Идрисович Урманшев. Фантастической лестнице, которая, с одной стороны, вы видите, что она содержит такие, то есть и кованые элементы, и деревянные, и, конечно же, любимые витражи, которые являются своего рода фешенским стилем. Здесь везде по стенам мы видим с вами потрясающие элементы декора, которые я еще раз повторяю, здесь целое исследование можно проводить по поиску тех или иных смыслов и символов. Вообще в самом здании 7 видов, 7 дизайнов дверей. Вот в этом крыле, да, в этом крыле, да. Фишкой этого учебного заведения были полы. И надо сказать, что, наверное, действительно это было эстетический тренажер. На базе именно художественного училища имени Фешина будет создано структурное подразделение, которое будет в том числе заниматься подготовкой этой системы доп. Образования по направлению креативной индустрии. У нас практически уже есть наработки и есть понимание, как нужно преподавать, как работать с дизайнерами. Несколько последних лет мы активно занимались вопросами изучения нашей истории татарского костюма, и не только татарского костюма, но и изучением истории костюмов народов, проживающих на территории республики. У нас в прошлом году впервые прошел конкурс «Алтын Хасите», который позволил создать 5 коллекций костюмов, которые построены на традиционном культурном коде. И это направление, оно будет развиваться. У нас буквально в начале августа мы планируем проведение второго уже фестиваля «Культурный код. Стиль жизни», который объединяет, в прошлом году, вы помните, он проходил на площадке галереи современного искусства в Казанском Кремле, и этот фестиваль, он объединял как раз всех тех, кто интегрирует традиционную культуру в свою среду обитания. Вообще в фондах училища находится больше 10 тысяч работ различного периода времени, это с 1900 года и буквально до современности, естественно.